В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Трагедия в Казани. Стрельбу в школе устроил подросток, есть погибшие. Якутия в режиме повышенной готовности накануне ледохода. Белого медведя из поселка Джибари-Кихаят доставят в Якутск. Начнем выпуск с трагедии в Казани. Там в городской школе номер 175 вооруженные открыли стрельбу во время урока, в результате которой погибли 11 человек. Двое школьников разбились, выпрыгнув из окна. Среди погибших оказалась учительница начальных классов. Стрелка задержали. Как выяснилось, он действовал в одиночку. С детьми, эвакуированными из школы, работают психологи. Их расположили в детских садах. Все учебные заведения Казани ограничили вход и усилили меры безопасности. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве. В Якутии в связи с прохождением паводка объявлен режим повышенной готовности. Первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Садовников сообщил, что на сегодняшний день ледоход начался на малых реках. Повышение уровня воды из-за вскрытия реки Алекма наблюдается на реке Лени в районе населенного пункта Солянка. Хотя активная фаза ледохода проходит на территории Иркутской области в 300 километрах от территории Якутии. По нашим малым рекам ситуация остается напряженной. Сегодня мы видим повышение уровня воды на реке Вилюй. Также есть такая же картина на реке Алдан. Также у нас продвижки льда и вскрытие реки началось на реке Амга. И сегодня, пользуясь случаем, хотел бы призвать жителей быть начеку, блюсти безопасность, охотников призвать максимально, как говорится, ограничиться выходом на рек, чтобы не было у нас таких сложных ситуаций во время этой напряженной ситуации. В Алекминском районе ледоход идет на малых реках Чара, Тяня и Алекма. Более подробно о прохождении льда расскажет Елена Фаст. На сегодняшний день в Алекминском районе вскрылись реки Тяня, Чара, Алекма. Тяня и Чара идут без проблем. На устье реки Алекма вечером 10 мая и в ночь на 11 мая наблюдался затор, в связи с чем уровень воды на 6 утра приближался к критическому – 950 при 1000. В селе Троицк вода приближалась к критическим отметкам, но на данный момент пошла разгрузка, Алекма продавила, и на данный момент наблюдается снижение воды, идет спад воды, и ледоход набрал скорость. На 10 часов отмечено значительное падение уровня, ситуация стабилизировалась. На реке Алекма густой ледоход. Оперативный штаб Алекминского района работает в круглосуточном режиме. Оперативные штабы наслегов как села Троиц, так и села Заречный работали в круглосуточном режиме. Те граждане, которые находятся в домах возможного подтопления, были эвакуированы в близлежащие безопасные места, в пункты временного размещения. Так вот, маломобильный гражданин, инвалид, был перевезен в пункт временного размещения, который находится в селе Заречный. Запасы еды, воды все обеспечены в полной мере. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Густой ледоход наблюдается и на реке Амге. Уровень воды составляет 604 сантиметра, при критической отметке 925 сантиметров. Подъем уровня за сутки составляет 62 сантиметра. Верхняя кромка наблюдается выше села Аннёс, нижняя кромка на территории Чурапчинского района. Комиссии по чрезвычайным ситуациям ежедневно проводится мониторинг гидрологической обстановки, ведется информирование граждан по социальным сетям. В районе работает оперативная группа МЧС России по республике, а также представители Минсельхоза региона. С 30 апреля в Улусе объявлен режим повышенной готовности. Обстановка стабильная. Нижняя кромка сейчас находится на территории Чурапчинского района, верхняя кромка выше села Аннёс. Все заторопасные участки ледоход прошел. И опасности, угрозы образования заторов сейчас нет. Сейчас у нас на территории действует режим повышенной готовности с 30 апреля. Все дежурства организованы.
Уровень воды на реке Матта, вытекающей из водохранилища и протекающей через село Бердигистях, находится на нормальной отметке. Он составляет 215 сантиметров. А в Шелагонском наследии на речке Ерт на сегодняшний день идет спад воды. В Шелагонском наследии село Ерт, поселке сейчас идет спад воды. На данное время уровень воды находится на отметке 181 сантиметр, а критический 273 сантиметра. Так что 90 сантиметров уже спало, вода уже идет на спад. 6 населенным пунктам Усть-Алданского улуса, вероятно, угрожает подтопление в результате вскрытия льда на реках Лена и Алдан. На сегодняшний день лед на реках стоит, но все организации и администрация наследов находятся в режиме повышенной готовности. Работают сигнальные оповещающие системы. По району подготовлено 11 пунктов временного размещения для 400 человек, а также 12 пунктов временного содержания крупного рогатого скота и лошадей. На реках Алдан и Лена наблюдается ледостав, разводе. При вскрытии рек в районе будет объявлен режим повышенной готовности. Соответственно, будут организованы круглосуточные дежурства. Проверка гидропостов каждые 4 часа. В случае объявления чрезвычайной ситуации, это когда уже вода поднимется, будет мониторинг уровня воды каждый час. Белого медведя, забредшего в поселок Джибари-Кихая, доставят в Якутск. Сегодня в Тампонский район вылетела оперативная группа для проведения работ по отлову и транспортировке животного. По данному происшествию под руководством первого заместителя председателя правительства Якутии Дмитрия Садовникова проведено оперативное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Садовников сообщил, что после доставки в столице республики белого медведя будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Также первый зампред правительства подчеркнул, что в последнее время довольно часто наблюдаются случаи, когда белые медведи покидают ареалы своего обитания и забредают в населенные пункты. Сегодня есть заинтересованные лица извне республики, которые могли бы, это зоопарки, в частности города Санкт-Петербурга, которые крайне заинтересован, чтобы был пойман дикий медведь, но мужского пола. Мы сейчас не знаем, что представляет собой медведь, какого пола, но я думаю, что ветеринары и группа, которая вылетела, сегодня в течение дня определит, а мы, отработав с Минохраны природы Российской Федерации, решим дальнейшую судьбу медведя. Перейдем к эпидемиологической ситуации в республике. 112 случаев заболевших COVID-19 выявили в Якутии за сутки. По данным регионального оперштаба, из них в Якутске 62 случая, в Мегино-Кангаласском районе 17, еще 10 заболевших зарегистрировали в Амгинском районе. По 4 в Вилюйском, Нерюнгринском, Усть-Алданском. 3 человека заболели в Чурапчинском, по 2 в Кобяйском, Намском, Хангаласском районах. Также единичные случаи зафиксированы в Горном и Среднеколымском районах. В Вилюйском улусе наблюдается рост заболевших COVID-19. За выходные дни там зарегистрировано 44 случая заболевания. В инфекционных отделениях проходят лечение 28 больных, из них 3 детей. Амбулаторное лечение на дому получают 23 человека, из них 10 детей. Вспышки заболевания зарегистрированы в селе Хампа и на территории Вилюйского психоневрологического интерната. Учеников школ города Вилюйска и сел Хампа, Ликичен и Тасагар перевели на дистанционное обучение, кроме выпускных классов. В районе усилены рейдовые мероприятия административной комиссии. В связи с сложной эпидемиологической ситуацией на территории Вилюйского района административной комиссией ежедневно проводятся рейдовые мероприятия в торговых центрах, магазинах, организациях и предприятиях, независимо от форм собственности. Хотелось бы разъяснить, что работники торговли при обслуживании граждан обязаны использовать средства индивидуальной защиты, маски и перчатки. За отсутствие маски либо перчатки составляется протокол об административном правонарушении.
Беременных женщин в Якутии рекомендовали перевести на удаленный формат работы. Такое решение было принято в ходе совещания оперативного штаба о текущей эпидемиологической ситуации. Ранее сообщалось, что в республике выросла заболеваемость коронавирусом среди беременных женщин. Под наблюдением находится 57 беременных, 4 из них в тяжелом состоянии. Здание конно-спортивного комплекса признано аварийным и не подлежащим ремонту. В связи с этим арендаторам направили уведомление об освобождении площадей до 15 мая. Накануне в Якутске прошло совещание, в ходе которого обсудили данный вопрос. О том, какая судьба ждет Федерацию конного спорта Якутии, в материале Саргыланы Неустроевой. 6 из 55 денников конноспортивного комплекса «Агату» признано аварийными, вследствие чего уже 15 мая более 50 лошадей от 20 предприятий вынуждены будут освободить комплекс. Сезон такой, что весной у нас для лошади что надо? Дорожка надо. А дорожка только у нас хорошая, лицензированная дорожка у нас только здесь, ЕГСХ, ипподром, Якутском республиканском ипподроме. Поэтому мы сейчас через 5 дней нас хотят отсюда выдворить, не знаем куда. Народ очень волнуется, как нам быть. Если мы отсюда уйдем, этот сезон уже как будто у нас пропадет. Лошадей негде ставить, негде тренировать. На минувшем итоговом совещании Федерации конного спорта многие ее представители не сдержали эмоций. Ипподром «Агату» был открыт еще в 40-х годах прошлого года. Скачки здесь проводились даже в годы войны. Покинуть это место для многих значит распрощаться с конным спортом. По свою ответственность как-то же можно договориться, понять друг с другом тогда. У меня же некуда выезжать. Закрытие КСК – это значит полное непроведение чемпионатов республики и города Якутска по конкуру. Это олимпийский вид конного спорта. Не будет занятий по иппотерапии. У нас дети окажутся опять за борту. Он единственный ипподром на Дальнем Востоке, у которого есть такая лицензия. Лицензия действительно до конца 2022 года. Если мы в этом году на этом ипподроме не проведем ни одной скачки и не отчитаемся перед Министерством сельского хозяйства, естественно, мы автоматически выпадем из реестра. Однако альтернативу предложил заместитель председателя правительства Михаил Никифоров, а именно передача комплекса на баланс администрации города. Таким образом, это упростит систему бюрократических разбирательств и содержания здания. Но все это вопрос не одного месяца и даже года, а покинуть КСК просят уже сейчас. Как разрешится ситуация, пока неизвестно, однако готовность взять ее на контроль выразил зампред правительства Михаил Никифоров. Не отказались от сотрудничества и другие стороны. Саргылана Неустроева, Григорий Николаев, Якутск. На этом вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь с нами.